И теперь о международном скандале. Посольство России в Ашхабаде проверяет информацию о том, что в Туркмении выселяют из квартир людей с двойным гражданством. Власти страны предложили им до 23 июня выбрать одно – либо туркменское, либо российское. Те, кто оставили российское, потеряли права на недвижимость. Такие в Туркмении законы. Вместе с дипломатами в ситуации попыталась разобраться и Рада Зейналова. Ольга в приемной правозащитников провела уже неделю. Прилетела из Ашхабада 10 дней назад. В Туркменистане получить двойное гражданство не удалось. Теперь у нее 3 недели. Столько действует ее виза, чтобы попытать счастье в Москве. Русских выселяют из квартиры. Я сама узнала вчера об этом. У тех, у кого двойное гражданство, тех выселяют из квартиры. Мой знакомый, он имеет возможность выхода в интернет. И это он мне сказал об этом. Это списки тех, кто уже в России и обратился за помощью. Более 100 человек. На контакт идут немногие. В частной беседе говорят, что сегодня сами звонили в Ашхабад. Ни у кого точной информации нет, но среди русских паника. Сегодня вот я сделал звонок, и мне сказали, да, это действительно так. Ну, я спросил, что действительно ли вот сейчас вы слышали сообщение? Они сказали, да, все это подтверждается действительно так. Российский МИД заявляет, что пока не располагает подтвержденными данными о конфискациях квартир лиц с двойным гражданством. Российское посольство в Туркменистане на эту тему говорит осторожно, но там подтверждают, что русские уезжают. Принимают порядка 300 человек в сутки. Мы не располагаем конкретными цифрами, сколько людей выезжают каждый день из Туркменистана. Эти миграционные настроения за последнее время несколько увеличились. Это факт. До 23 июня все получившие двойное гражданство должны были сделать выбор, какое оставить, при условии, что ни граждане Туркмении не имеют права владеть недвижимостью и приватизировать квартиры. Указом Туркменбаши были созданы специальные комиссии, которые должны устанавливать лиц, получивших второе гражданство. Члены комиссий, как сообщают корреспонденты западных агентств в Ашхабаде, даже получили право заниматься оперативно-розыскной деятельностью. Имена корреспондентов тщательно скрываются, как и способы связи с ними. После появления этих сообщений Туркменбаши Сапармурат Ниязов во время объезда Марийского вилаята заявил, цитируем, «Россия – великая страна, и сегодня в Туркмении нельзя найти ни одного обиженного или преследуемого русского человека». Конец цитаты. Президент Российской Федерации проинформирован об этой ситуации. Я думаю, что сегодня вечером еще состоится дополнительный разговор на эту тему. И самое главное, мы ждем подтверждения всех этих фактов пофамильно. Все лица, которые пострадали от начала вот этих репрессивных действий, все эти лица должны быть зафиксированы, и вся информация поступит президенту для принятия дальнейшего решения. Сегодня утром Геннадий получил письмо от матери по электронной почте. Для нее это единственный способ связи с сыном. Она уже 3 дня провела под домашним арестом. Сегодня утром собиралась выйти в город, если получится. Из ее письма: «Сынок, проследи за моей судьбой». Сегодня туркменское посольство в Москве никак не комментирует сообщения о сложившейся в республике ситуации. Секретари по всем телефонам отвечают одно и то же. Все дипломаты удалились на совещание. Ирада Зейналова, Владимир Козин, Первый канал.